На этой неделе по всей стране открылись филиалы Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». О необходимости создания такого фонда президент России заявил в своем ежегодном послании Федеральному собранию 21 февраля этого года. 3 апреля Владимир Путин подписал указ о создании фонда, который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе. В указе поясняется, что на помощь смогут рассчитывать супруги погибших, несовершеннолетние дети и дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия. Кроме того, помощь будет оказываться родителям, совместно проживавшим с погибшим, и лицам, находившимся на иждивении погибшего. Персональным сопровождением адресатов поддержки займутся социальные координаторы, подготовленные фондом. Новая структура нужна для создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО, иных лиц и членов их семей. Учредителем фонда является правительство России и финансироваться будет из федерального бюджета, а также за счет добровольных взносов и пожертвований. В Татарстане филиалы фонда заработали в 18 муниципальных образованиях. Казанский филиал открылся в здании Дворца культуры химиков на улице Декабристов. Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. 21 февраля было сказано, что фонд этот должен заработать в этом году и по всей России. При этом не снимая ответственности со всех уже работающих структур, ответственных за то, чтобы люди чувствовали себя комфортно и получали положенную помощь. Важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому. За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор. Нужно принести одну справку, потом это формат не тот, другой. И вот знаете, это очень тяжело, когда ты и так испытываешь вот эти стадии горя, а еще нужно бегать по разным инстанциям, собирать бумаги в кратчайший срок, все это приносить. Ну, это действительно тяжело. Ольга Ильдукова, вдова. Муж был мобилизован, вывозил раненых с поля боя, был ранен, умер от потери крови. Последний раз он мне позвонил 9 февраля. Вышел на связь, переговорил, спросил, как дети, как мама. Сказал, чтобы я жила той же жизнью, которой мы жили с ним, ни в чем себе не отказывала, не грустила. И что бы ни случилось, чтобы я не плакала. 10 февраля он погиб. Я здесь решила все-таки начать эту работу, чтобы, продолжить, так скажем, работу своего супруга. То есть, чтобы его гибель была не зря. То есть, он там погиб как герой. Я здесь должна все-таки помогать людям. Теперь Ольга социальный координатор, тот самый специалист, который будет помогать и бойцам, и их семьям здесь, на гражданке. Преодолевать не только бюрократию. В казанском филиале таких людей сейчас 9, будет 40. По всей республике должно быть к концу года 180 в 18 муниципальных образованиях. Социальные координаторы – это основные сотрудники Государственного фонда «Защитники Отечества». Обучались они практически месяц, очные, заочные форматы обучения были, тестирование. То есть это люди, подготовленные на сегодняшний день, прошедшие все необходимые тестирования. Это адресное персональное сопровождение каждого ветерана специальной военной операции и каждой семьи погибшего. То есть мы не сидим и не ждем, когда к нам кто-то придет и что-то попросит. То есть, знаете, выявительный порядок. Собрать нужные документы для получения социальной и финансовой поддержки, оформление инвалидности, юридические услуги, вопросы летнего отдыха детей, устройство их в детские сады и школы. Как заказать протез или устроиться на работу, получить новую специальность, решить вопросы с военным комиссариатом и военной прокуратурой. Словом, старались предусмотреть все. Мы должны работать проактивно, не оставить в стороне никого. То есть, чтобы каждый ветеран, каждая такая семья была в зоне нашего внимания. Каждый координатор будет разделен по районам, то есть Советский, Новосавиновский, авиастроительный район. То есть, когда к нам обращается солдат, сразу же спрашиваем, с какого он района, и его уже направляют к определенному координатору. То есть нет такого, что хорошо, вы можете обратиться туда, вы можете обратиться сюда. Нет, мы координируем от и до. То есть берем за ручку, идем вместе. И бойцам, и родственникам будет очень удобно приходить сюда в одно место,
здесь получать все услуги, потому что здесь практически психологи будут специализироваться на проблемах наших ребят. Андрей Карабашев, ветеран специальной военной операции, был в Луганской республике, в Запорожье, сейчас на лечении. И таких, как Андрей, здесь немало. Тех, кто на себе все испытал и знает, что чувствует человек, который видел смерть друзей. Здесь вдовы, жены, матери военнослужащих, которые тоже понимают, о чем говорить с теми, кто приходит сюда за помощью и поддержкой. Ничего не испытывать негативного, это как бы даже было бы странным. Потому что это достаточно нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. Вот, поэтому мы говорим о том, что да, будет плаксивость, будет раздражительность, будут нарушения сна. Потому что психика, она тоже мобилизуется. Вот, и ей нужно как-то восстанавливаться постепенно. Особое внимание здесь именно психологической поддержки, как вернувшихся бойцов, так и семей, тех, кто уже никогда не вернется. Прожить, пережить, принять и потихонечку, постепенно находить какие-то новые смыслы, делать что-то обычное, какие-то повседневные дела. То есть самый лучший способ – это что-то делать. В Казани филиал фонда расположен во Дворце культуры химиков, правее от главного входа. Ни одна проблема и жизненная ситуация не должна оставаться без внимания. Мы со своей стороны и впредь будем оказывать всестороннюю поддержку деятельности фонда. И мы не будем только опираться на те средства, которые фонд, республика всегда окажет необходимую поддержку для нашего филиала. Открылся филиал фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в среду, 31 мая. И уже на следующий день стало ясно, что спрос на эти услуги очень высокий. Пришли по вопросам организации отдыха для детей в каникулярное время. Да, были трудности с этим. Вопросы у нас возникают. Вот. И это хорошо, что бесплатно. Вот это все. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников. 7 дней.